последние новости из Туркменистана. Читайте нас в Телеграме и не забудьте подписаться. В новом городе, Аркадак, собираются строить медицинский кластер. Консалтинговые услуги будет оказывать одна из известных немецких компаний. 27 января был подписан меморандум между властями Туркменистана и руководством компании. О проведении тендера было объявлено 30 августа прошлого года, спустя несколько дней состоялся аукцион. На регистрацию других участников много времени не требовалось, так как руководитель Госкомитета по строительству Дерья Аразов на протяжении нескольких месяцев через своих приближенных вел переговоры с немецкой компанией. Церемония подписания контракта состоялась на встрече представителя компании Владимира Матиаса с самим экс-президентом Гурбангулы Бердымухамедовым. На мероприятии присутствовали посол Туркменистана в Германии Бердымурат Реджепов и министр иностранных дел Рашид Мередов. Бердымухамедов произнес речь о плодотворном сотрудничестве Туркменистана с Германией в медицинской сфере. Плюс ко всему, именно немецкие врачи на регулярной основе следят за здоровьем самого экс-президента и членов его семьи. Госинформагентство ТДХ сообщило по этому поводу, цитата, «Герой Аркадак подчеркнул, что туркменская природа, в том числе пустыни Каракумы, располагает огромными запасами сырья для производства экспортно-ориентированной продукции. Медицинский кластер международного уровня, который будет создан в городе Аркадак, планирует производить различные виды медицинской продукции не только для внутреннего рынка, но и для экспорта. Использование доступного местного сырья позволит выпускать экологически чистую и качественную продукцию». Конец цитаты. О чем идет речь? Вероятно, о фабриках, на которых будут производиться препараты из местных лекарственных трав. Но вот вопрос, кто построит эти фабрики? Согласно указу Сердара Бердымухамедова, новый город должны возводить исключительно отечественные фирмы. Немецкая компания не в счет, она оказывает не строительные, а консалтинговые услуги. Впрочем, чужие тут не ходят. По данным источников Turkmen News, за выбор подрядчика отвечает все тот же Дерья Аразов. Он уже выбрал несколько приближенных к нему фирм, которые создадут видимость конкуренции на соответствующем тендере. Это Биик Бина, построившая торговый центр Ашхабад Молл, который пошел трещинами. Это Актопрак, чей директор Давлет Аразмурадов является двоюродным братом бывшего министра торговли Доврана Аразмурадова. Это также Мырадым, которая фактически находится под контролем экс-главы Союза промышленников и предпринимателей Александра Дадаева, и, наконец, Аджаиб Бина, контроль над которой осуществляет дядя Сердара Бердымухамедова Аннаназар Реджепов. Наиболее вероятным кандидатом на победу считается Актопрак. Последние 3 месяца руководитель этой фирмы, Давлет Аразмурадов, зачастил в комитет по строительству. Не всем известно, что в конце 2021 года двоюродный брат Давлета, экс-министр Давран Аразмурадов, впутался в весьма неприятную историю. Его задержали при разгроме наркопритона в Ашхабаде. Лишь за огромную взятку он избежал уголовного преследования. Конечно, заметим по ходу, такой важный человек, как Давран Аразмурадов, это вам не Белудж из Марийского вилаята, которого за подозрение в продаже аптечного обезболивающего можно забить насмерть прямо в стенах полиции или управления МНБ. Аразмурадов, будучи бывшим работником отдела по контрактам товарно-сырьевой биржи, работником Минторга, главой торгово-промышленной палаты и, наконец, министром торговли, за свою свободу отстегнул взятку в размере около $1 миллиона. Отпустив экс-чиновника, после уплаты им денег, следователи МВД дали ему добрый совет – временно покинуть страну. Аразмурадов с помощью своего друга и крупного туркменского предпринимателя Сократа Максымова придумал наличие у себя тяжелой болезни и улетел в Турцию. И только примерно через год вернулся в Ашхабад, убедившись, что для него уже это не представляет опасности. Вообще у Аразмурадова немало хороших друзей. Так, устроиться сначала председателем торгово-промышленной палаты, а затем министром торговли, он смог при поддержке все того же Хаджи Мурата Реджепова, племянника Гурбангулы Бердымухамедова. На этой должности ему удавалось получать многочисленные откаты. Также Аразмурадов от имени министерства заключал контракты с компаниями Реджепова на поставку табачных изделий, причем за манаты, которые конвертировались затем в доллары по официальному курсу. То есть, если бы не ошибка с наркопритоном, то Давран Аразмурадов мог бы далеко пойти. Но теперь он вынужден затаиться, а на арену в роли строителя медкластера в Аркадаге выходит его кузен Давлет. Впрочем, у Давлета Аразмурадова есть сильный конкурент.
давний друг Берды Мухамедова, Какаджан Ташлиев. Ранее его фирма уже получила контракт на строительство в Аркадаге мечети и примыкающего к ней мавзолея для самого экс-президента. Это не понравилось Аразову, взимающему откаты со всех подрядчиков. Он за это даже получил прозвище Дерья 5%. Понятно, что с личного друга самого Аркадага никакие 5% не потребуешь, но Аразов надеется сблизиться и с экс-президентом. Например, он повесил в одном из кабинетов огромную картину. На ней Берды Мухамедов изображен рядом с родителями. Ташлиев в частных беседах выражает надежду, что такой уровень лести и показухи покажется экс-президенту неискренним, и он отстранит от себя Аразова. Впрочем, источники отмечают, что Аразов и хаким Аркадага Шамухамед Дурдылыев уже в любом случае заработали на строительстве нового города миллионы долларов. А Аразов к тому же надеется, что заработок на медицинском кластере станет для него финальным. После этого он планирует уйти в отставку и поехать лечиться за границу. Глава комитета страдает заболеванием головного мозга, из-за которого иногда ведет себя неадекватно. Почему надо ехать за границу? Да потому что туркменские чиновники понимают, медицинский кластер предназначен исключительно для заработка, а для их лечения отечественная медицина давно непригодна. Но и качество строительства оставляет желать лучшего. Источники отмечают, фирма Достгурлушик, которая выиграла тендер на проведение дренажа и отведение грунтовых вод, не справляется с работой. Согласно контракту, необходимо снизить уровень вод с 2 до 5-6 метров. Но на деле этого не происходит. Сваи забивают в воду, что грозит вызвать в будущем разрушение бетонных оснований зданий со всеми вытекающими последствиями. При этом ни Аразов, ни Дурдылыев не в состоянии проконтролировать качество работ. Они получили свои откаты, и на этом их интерес к подрядчику иссяк. А что же Гурбангулы Берды Мухамедов? Он, скорее всего, даже не в курсе, насколько велик масштаб проблемы. Да и доживет ли Берды Мухамедов до того момента, когда начнется разрушение. Возможно, он сможет наблюдать процесс из того самого мавзолея, но и его подход к строительству Аркадага тоже нельзя назвать бескорыстным. Источники сообщают, что объекты медицинского кластера, возводящиеся за государственный счет, экс-президент планирует потом приватизировать и передать во владение своему зятю Давлету Атабаеву. Последний не так давно вернулся из Лондона, где официально работал в туркменском посольстве, а сейчас занимает при Аразове должность консультанта. А сын Атабаева руководит проектом цифровизации музея в Аркадаге. Все при делах, все пристроены. Численность населения Туркменистана стабильно падает, и строительство целого нового города точно не входило в список первостепенных потребностей страны, на которые следовало тратить бюджетные средства. Зато этот мегапроект – отличный финальный аккорд в президентской карьере Берды Мухамедова-старшего. Не просто переименовать в свою честь действующую столицу, не просто установить там свою золотую статую, а с нуля воздвигнуть памятник самому себе площадью в 1002 гектара. Тем более, как показывает практика, неблагодарные преемники имеют привычку переименовывать города обратно и сносить статуи. А целый город уже не снесешь. Но есть в этом проекте и практический момент. Сколько чиновников могут получить откаты и украсть средства при установке статуи? 5? 10? А строительство города – это фактически бездонная кормушка для десятков и сотен заинтересованных лиц на многие лета вперед. Вряд ли Берды Мухамедову будут благодарны простые жители Туркменистана, которые отнюдь не спешат заселять Аркадаг. Но множество коррупционеров и членов их семей еще долго будут поминать автора проекта добрым словом. Хотите сообщить что-то важное? Пишите нам в секретном чате Телеграма. Мы никогда не раскрываем свои источники и гарантируем вам полную анонимность.